Еврорадио.FM. Прывітанне, пры мікрафоне Наста Бойка, і мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. 24 чэрвеня ў Мінску пачынаецца тыдзень супраць катаванняў, які арганізуе праваабарончая кампанія «Пытайся». Мерапрыемства прымеркаванае да Міжнароднага дня ААН у падтрымку Дня ахвяраў катаванняў. Яно адбудзецца 26 чэрвеня. І пра гэта мы сёння гаворым з аднымі з арганізатараў мерапрыемства, з кіраўніцай Цэнтра прававая ініцыятыва Вікторыяй Фёдаравай. Прывітанне. Вітаю. І юрыстам гэтага цэнтру Сергеем Устінавым. Добрый день. Давайте вось спачатку такое пытанне. Якія ўвогуле мерапрыемствы вы прапануеце наведаць на гэтым тыдні і чаго ад іх чакаць? В первую очередь мы откроем неделю с презентацией нашего исследования толерантности белорусов к государственному насилию. 24 числа мы презентуем это исследование на нашем сайте. Очень интересные результаты. Я думаю, каждому будет интересно узнать, как наши граждане относятся к пыткам, к другим видам жестокого обращения. Очень интересные вопросы и не менее интересные ответы. Также неделя... Прибачте, одразу хочется задать питание. Магчыма, крышечку вы приоткрыете эту таямницу? Скажу так, результаты меня, в принципе, порадовали. Дякую. Тогда давайте далее. Также неделя откроется публичная лекция психолога для тех, кто пережил травму насилия. Также будет возможность получить личные персональные консультации с психологами для самих жертв и для их родственников. Кроме того, мы презентуем мониторинг рекомендаций Комитета против пыток. Значит, Беларусь получила в 2018 году рекомендации Комитета против пыток ООН. И, в принципе, эти рекомендации должны быть имплементированы как в законодательство, так и на практике. И мы презентуем сервис, на котором мы будем отслеживать выполнение этих рекомендаций до следующего отчета Беларуси. 26 числа пройдет круглый стол по национальным превентивным механизмам и общественному контролю в тюрьмах. Будут приглашены эксперты из Украины и Польши, которые поделятся опытом национальных превентивных механизмов в своих странах. Отмечу, что в Беларуси отсутствует национальный превентивный механизм. Беларусь не ратифицировала факультативный протокол Конвенции против пыток, и поэтому с системой общественного контроля существуют проблемы. Але ўсё ж таки, наколькі я ведаю, ёсць нейкая камісія, у якую нават уваходзіць юрыст з БГК, да. Или я не помыляюсь, да. А вось, ну, гэта не тое, про что вы кажете. Не совсем то. Дело в том, что наши общественные наблюдательные комиссии, у них существуют две проблемы. Первая проблема – это формирование этих комиссий. К сожалению, большинство членов этих комиссий не являются правозащитниками. Это первое. Второе, сами полномочия этих комиссий крайне ограничены. Они не могут снимать на видео и фото. То есть они не могут принимать жалобы заключенных. Их функции фактически сводятся к тому, чтобы пройти экскурсию в местах несвободы. И... Ну, в общем, они не направлены на то, что называется защитой прав заключенных. Они направлены на какие-то другие функции. И с этим мы, в принципе, хотим бороться и показать государству, какой есть опыт у других стран, у наших соседок, у Украины и Польши. И, возможно, этот опыт будет перенят. Значит, следующее мероприятие, которое мы организуем, это встреча с редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым для журналистов и редакторов пресс-служб правозащитных организаций. Мы проводим данное мероприятие совместно с Белорусской ассоциацией журналистов. Регистрация открыта, поэтому, пожалуйста, переходите на наш сайт или социальные сети, регистрируйтесь, будем рады всех видеть. И закроет неделю следующее мероприятие. К нам приедет наш коллега из Нижнего Новгорода, из Комитета против пыток. Это организация, широко известная в России. Она очень плотно занимается темой противодействия пыток и защиты тех жертв, которые уже пострадали. И они презентуют свой фильм, они не только занимаются правовой помощью, но и снимают фильмы. Это будет документальный фильм «Крайний юг». И мы проведем дискуссию о том, как нестандартные формы могут помочь довести информацию до общества и противодействовать пыткам и улучшать ситуацию в этой сфере.
Поэтому также это мероприятие открытое, регистрируйтесь. И на этом мероприятии мы, в принципе, публично представим наше исследование, о котором я говорила, и поговорим о том, какие результаты и что нам с этим всем делать. Я нагадаю нашим слухачам, што у нас на сайце ёсць анонс гэтага эфіра, і там ёсць спасылка на вось план мерапрыемстваў. На гэты тыдзень можна паглядзець там, да, і наведаць тыя мерапрыемствы, якія будуць цікавыя. І вось яшчэ у мяне такое ёсць пытанне. Цэлы тыдзень будзе прысвечаны катаванням. Няўжо гэта настолькі як бы для Беларусі важна? Ну, конечно, проблема пыток для Беларуси очень важна. В первую очередь, если говорить о государственной политике, например, если говорить о государственном докладе в Комитет против пыток, то возникает много вопросов к этому докладу. Например, государство до сих пор в Уголовном кодексе нет статьи, уголовной статьи за пытки. То есть государство говорит, что есть понятие пытка, но понимать пытки и ввести уголовную ответственность за пытки – это две разные вещи. То бок у нас зараз, калі, напрыклад, там ускрыецца факт катавання, ніякай адказнасці за гэта няма? Ну, так же не бывае, напэўна. Есть статья принуждения к даче показаний, но пытки это более широко охватывает, не только в рамках допроса, но и, например, пытки в местах заключения, когда осужденных каким-то образом администрация, пытает, скажем так, или ограничивает их какие-то движения определенные. Ну, а ўсё ж такі, наколькі вось зараз актуальная гэтая тэма для Беларусі? Магчыма, у вас ёсць нейкія прыклады, да? Магчыма, да вас людзі звярталіся. У прынцыпе, дзе менавіта вось, да, заўважалі вы факты катаванняў? На самом деле, если говорить об исправительных так называемых учреждениях в Беларуси, то мы очень плотно общаемся с родственниками различных осужденных, которые обращаются к нам, но они боятся говорить об этой проблеме, о проблемах пыток в колониях, о проблемах жестокого обращения в колониях, чтобы потом их родственникам не было еще хуже. В том числе эта кампания направлена на то, чтобы привлечь привлечь внимание к этой проблеме, чтобы люди не боялись. Может быть, и государство тогда будет смотреть под другим углом на эти проблемы. В том числе хотелось бы обратиться к СМИ, чтобы они тоже поднимали эти проблемы. Ведь когда, если брать, например, пример солдата Коржича, Александра Коржича, когда все СМИ стали вокруг этой проблемы, когда эта проблема поднялась, уже у каждого на устах было человека, то и государство совсем по-другому посмотрело на эту проблему. И, к сожалению, не хотелось бы учить как-то, да, СМИ, но если нужно нести социальную ответственность любому СМИ, если мы озвучили какую-то проблему и написали о ней один раз, да, то есть нужно следить за судьбой человека. И таким образом, опять же, обучать государство прислушиваться к любой проблеме. А проблема пыток – это основная проблема. То бок я правильно разумею, што вось тэма пытак, яна актуальная зараз у Беларусі менавіта ў турэмнай сістэме? И не только в тюремной системе, и в рамках расследуемых уголовных дел. У нас много случаев. Например, в прошлом году был случай, когда в Могилеве, не буду называть фамилию, этот человек анонимно к нам обратился, очень много СМИ о нем писало, изнасиловали милицейской дубинкой в отделении милиции. И человек даже не был на допросе, просто он пришел в милицию выяснить какие-то свои вопросы. Да, бывший осужденный, да, он под надзором находится, но это не дает права сотрудникам милиции как-то по-другому к нему относиться или применять пытки. Але, наколькі я ведаю, Генпракуратура ж павінна нейкі нагляд за дзяржаўнымі органамі ажыццяўляць. Да, конечно, прокуратура имеет, вернее, обязана осуществлять надзор за исполнением законодательства, в том числе в органах внутренних дел. Но любые жалобы, направленные в прокуратуру, они пересылаются в Следственный комитет, то есть, или там в отделение милиции, то есть в те органы, которые нарушили права человека. Если мы говорим о центре изоляции правонарушителей, это больная тема, с которой наша инициатива борется уже, по-моему, с 2008 года, то когда мы пишем жалобу в
прокуратуру города Минска. Прокуратура города Минска пересылает эту жалобу начальнику Центра изоляции правонарушителей, который как под копирку пишет однотипные ответы. У нас все в рамках законодательства, все в соответствии с законодательством. Давайте, напевно, зараз розтлумачимо нашим слухачам і глядачам все ж таки, що таке катування. Ось у нас тут є така штука, да, яку ви нам у редакцію принесли. Магчыма, вось, да, Сергея попрошу, да, растлумачце нам, што гэта такое, чаму вось вы гэта зрабілі, і, магчыма, на прыкладзе гэтых вось таких игрушек, что такое все ж таки пытки? Катование, пробачьте. Ну, к любым своей деятельности мы подходим креативно, подходим, стараемся подходить креативно, творчески. И, естественно, вот в рамках этой кампании появилась такая идея выпустить такие игрушки, называются тюремные игрушки, для того, чтобы показать людям и показать органам государственным о том, что люди все-таки не игрушки. И не стоит играться с ними как с игрушками, потому что для некоторых судьба человека, для того, чтобы раскрыть то или иное уголовное дело, она ничего не стоит. И поэтому люди превращаются в вот такие игрушечки, вот, используются различные спецсредства для того, чтобы добиться каких-то нужных показаний следствием. Ну, что такое пытки, подробнее Виктория расскажет. Да, пытки, определение пытки, оно зафиксировано в Конвенции против пыток, и это понятие включает в себя, если проще, то это 4 элемента. Во-первых, это действия, которые причиняют психические либо физические страдания. Второе, это наличие умысла, то есть эти действия должны быть умышленными. Третье – это цель, то есть у пытки должна быть цель, например, добиться признательных показаний, наказать за что-то, либо иная дискриминационная цель. И четвертый важный элемент, что пытка совершается государственным должностным лицом, либо с его ведома, с подстрекательства, с молчаливого согласия. Вот это 4 элемента пыток, 4 элемента понятия пыток, которые, в принципе, и имплементированы в наше законодательство в качестве примечания к статье 128. И я хочу вот вернуться к проблеме, о которой говорил Сергей. Почему не... Да, на самом деле, если происходят какие-то действия, которые похожи на вот то определение, о котором я сказала, нельзя сказать, что люди останутся безнаказанными. У нас есть ряд составов преступления, которые подходят. Да? Например, превышение власти или служебных полномочий, принуждение к даче показаний, сопряженное с пыткой, причинение различных телесных повреждений. Но проблема в том, и об этом отмечает Комитет против пыток, что пытка, особенность пытки, это очень серьезное преступление, которое должно соответствующим образом быть наказанным, и это наказание должно иметь в том числе превентивный, то есть сдерживающий эффект, для того, чтобы сотрудник милиции, либо сотрудник исправительного учреждения, который подвергал человека пыткам и был адекватно наказан, чтобы другим был урок, что так делать нельзя. И это очень важно, потому что самое основное – это то, что запрет пыток – это абсолютное право человека. Пытки не могут применяться ни в каких случаях. Абсолютно ни в каких, ни в период войны, ни в чрезвычайных обстоятельствах, ни даже если пойман террорист и надо добиться от него, где там лежит какое-то взрывное устройство. То есть никогда. Это абсолютное право человека. І вось наколькі я памятаю, што ў чалавека ёсць некалькі свабод, якія у яго нельга адняць, і адна з іх гэта менавіта вось свабода ад катаванняў. Правильно я кажу? Да. Вось давайте, магчыма, коротка. Ці былі вось у Беларусі людзі, супрацоўнікі дзяржаўных органаў, якія б панеслі пакаранне за тое, што прымянялі катаванне? Ну, магчыма, па іншых артыкулах, да? Были такие приколы? Ну, в принципе, если посмотреть на средства массовой информации, посмотреть на эту информацию, да, действительно, иногда поднимаются такие ситуации, где сотрудники, обычно это сотрудники органов внутренних дел, которые несут наказание по статье превышения власти и служебных полномочий. Дзякуй вялікі. Мы пра гэта, магчыма, больш падрабязней пагаворым праз некалькі хвілін пасля выпуску навінаў. Не переключайтеся.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі падпісаў указ аб стварэнні офісу прэзідэнта Украіны. Указ з'явіўся на сайце адміністрацыі 20 чэрвеня. Ён павінен быць сфарміраваны шляхам рэарганізацыі і скарачэння колькасці работнікаў адміністрацыі прэзідэнта Украіны. Гэта была цытата. А учора Зяленскі ў сацсетках напісаў, што не можа знаходзіцца ў будынку адміністрацыі прэзідэнта на вуліцы Банкавай, таму што ён звар'яцее. Тады ж ён анансаваў новую рэарганізацыю адміністрацыі прэзідэнта Украіны, якую абяцае істотна скараціць. Наша краіна хоча пазычыць у Еўропе 110 мільёнаў еўра на ремонт трасы М7 Мінск-Вільня. Пра гэта паведамляе Міністэрства транспарту Рэспублікі Беларусі. Гэтая пазыка будзе на 29 гадоў. Міністэрства ўжо атрымала паўнамоцтвы на падпісанне дамовы. Я ж нагадаю, што траса ідзе з Мінску да Вільні, праходзіць для Валожына і Ашмянаў. Гэта 140 кіламетраў да мяжы і пасля мяжы яшчэ 34 кіламетры. 52-гадовы мінчук Михаил Мархель прызначаны галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай па футболе. Адпаведнае рашэнне сёння прыняў выканкам Асацыяцыі Беларускай федэрацыі футбола. І пра гэта адразу павядомлена на афіцыйнай сайце арганізацыі, а таксама на еўрарадыё.фм. Ёсць і біяграфія спецыяліста. Заўтра ў нашай краіне дажджы і навальніцы. Днём да 30-34 градусаў цяпла. Суправаджацца дажджы і навальніцы будуць шквалістым ветрам да 20 метраў на секунду, а таксама дзе-нідзе градам. Еўрарадыё.фм. Прывітанне яшчэ раз. Мы зноў у студыі Еўрарадыё. Нагадаю, што пры мікрафоне Наста Бойка. Мы ў жывым эфіры. І сёння ў нас у гасцях арганізатары тыдня супраць катаванняў, юрыст праваабарончай арганізацыі «Прававая ініцыятыва» Сергей Устінаў і кіраўніца гэтага праваабарончага цэнтра Вікторыя Фёдорова. І вось мы спыніліся на тым, ці ўвогуле ці пападаюць пад пакаранне тыя супрацоўнікі дзяржаўных органаў, якія там былі... Вы спросили про статистику, есть ли какая-нибудь статистика? Нет, про статистику я все ж таки хотела спросить пасля. Да, про тых супрацоўнікаў, якія вось катавалі там ці асуджаных, ці людзей, якія былі паследствам. А зараз мы пагаворым, да, про статыстыку, ці ўвогуле вядзе дзяржава нейкую статыстыку па катаваннях. Проблема в том, что все проблемы связаны одна с другой, и проблема в отсутствии отдельного состава пыток, да, не дает возможности иметь официальную статистику по данной статье. То бок про то, что у Криминальном кодексе няма такого артикула, и она как бы и не ведет эту статистику. Да. Но, к счастью, у нас иногда бывает возможность общаться с нашим государством через международные структуры, и изучив доклад нашего государства в Комитет против пыток, мы узнали небольшую статистику. Значит, статистика удивительная. Значит, с 2011 по 2015 год в судах дела о преступлениях, предусмотренных статьями 128 и 394, то есть это статьи, которые содержат в себе слово «пытка», судами не рассматривались. То есть вот у нас 4 года пыток не было. Но очень интересная заметка в том же самом докладе, что с января 2012 по 2015 год в подразделение Следственного комитета поступило 614 заявлений о неправомерных действиях должностных лиц, органов внутренних дел и иных государственных органов, подпадающих под определение пытка и жестокое обращение.
Ну, по расследованию, в принципе, каждый может изучить этот доклад, достаточно интересно. Проблема в том, что государство вот непонятную позицию занимает, да, то есть с одной стороны мы говорим, что у нас пыток нет, с другой стороны у нас 614 заявлений, и вот этот вот обход от названия действия пыткой, он очень выгодно для государства используется для своего имиджа, то есть хорошо говорить, что у нас пыток нет. Но на самом деле пытки есть в любой стране. Нет ни одной страны мира, где нету пыток. И это надо признать и использовать для того, чтобы улучшать ситуацию, а не отрицать эту ситуацию. Сергій, я ведаю, що ви ще хотіли додати, да, про тих людей, яких Білорусь высылает, там, Украины. Ну да, у нас есть несколько случаев. Если говорить об позитивных обязательствах государства, то государство в соответствии с конвенцией против пыток, государство подписало эту конвенцию, оно обязано не высылать людей, вернее, граждан иных государств, в те государства, где им угрожают пытки. У нас в прошлом году был случай Мурат Амриев, которого преследовали в Чечне, и он хотел выехать через Республику Беларусь. И быстро его взяли, несмотря на то, что он просил политическое убежище, это зафиксировало многие СМИ, к нему не допускали адвоката и каким-то образом выслали быстро в Российскую Федерацию буквально за день. Несмотря на то, что приехал адвокат, несмотря на то, что правозащитники начали работу, и в СМИ везде это оглашалось. Все наши действия и обращения в Генеральную прокуратуру, как обращение непонятно к какому органу, который вроде бы и не надзирает за исполнением законодательства. Да? Нам Генпрокуратура говорила о том, что у вас нет доверенности на представление интересов Мурада. И совсем недавно Исмаил Нальгиев, который был задержан в аэропорту Минска. Из Ингушетии, да? Да, из Ингушетии. Был задержан также. Причем задержан не на основании какого, то есть он не пересекал границу незаконно, он не совершал никакого правонарушения. Он транзитно был в Беларуси, да? Да, он просто транзитом был, его задержали, несмотря на то, что подключились сразу же адвокаты, правозащитники, журналисты. Его все равно выслали, несмотря на обещание. Суд не рассмотрел его жалобу на то, что он, на высылку. И, опять же, лично я обращался в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура мне ответила: извините, у вас нет доверенности на представление интереса Исмаила Нальгиева. Поэтому вот так вот государство реагирует на опасность людей быть подвергнутыми пытками в других государствах. Як ви думаєте, що ввогуле повинна робити держава, каб не було катуванняў у турмах? Не, па-першае, напэўна, што яна павінна ўвогуле зрабіць, да, чтобы артыкул про катаванні з'явіўся, і што яна павінна зрабіць, каб катаванняў не было? Ну, я начну, пожалуй. Чтобы ввести статью уголовную ответственность за пытки, это, в принципе, обычная законодательная процедура. И, в принципе, например, в Молдове есть такая статья, то есть не надо ничего выдумывать, можно посмотреть опыт соседних государств, которые уже ввели такую ответственность. Да. И, кстати говоря, о соседних государствах, в России точно такая же проблема, как у нас, и правозащитники, у нас одинаковая абсолютная риторика, абсолютно одинаковая проблема. Я вось памятаю про то, як апублікавалі відэа з катаваннямі у волгоградскіх колоніях, мне падаецца. То бок у России так само, да. У ярославских, пробачьте. То бок у России так само нема такого. Да, нет отдельной статьи уголовной ответственности за пытки, и точно такая же процедура, то есть статьи, те, которые я перечисляла, обычное общеуголовное преступление. Далее важный шаг – это включение в программы профессиональной подготовки тех лиц, которые имеют отношение к допросам, к содержанию, к судьям, к адвокатам, изучение положений Конвенции против пыток, Стамбульского протокола о расследовании преступления пыток и вообще в целом международных стандартов запрета пыток. Это очень важно. К сожалению, вообще права человека у нас очень редко где-то изучаются, скорее это как какой-то факультатив, и по ходу получают диплом люди, которые идут работать в правоохранительные органы, о правах человека, а не то, что уже о пытках, знают очень понаслышке. Это
это очень важно включать в программу. Следующий практический пункт, который стоило бы ввести, это введение обязательных аудио и видеозаписей допросов, обязательных. То есть еще спецдокладчик по пыткам ООНовский говорил то ли 5 лет назад, то есть сколько времени прошло, о том, что вообще допросы без видеозаписи не должны фигурировать в уголовных делах. Мы IT-страна. Что стоит оборудовать каждый кабинет для допросов видеокамерами? Ну вось ведаеце, я хадзіла на справу Белты, калі судзілі галоўнага рэдактара беларускага партала Тутбай Марыну Золатаву, і там вось падчас допыту сведак і нават падчас допыту Золатавай там паказвалі вось відэадопыты, але як казалі сведкі і сама абвінавачаная, што як бы яны ўключалі камеру толькі тады, калі ім было гэта выгадна. Да. Ну, як бы па слову. Да, это большая проблема. Ці гэта ўвогуле вось выратуе, што яны там усталююць гэтыя камеры? Ну, в том-то и дело, что мы, естественно, мы как правозащитники, обладая большим опытом, мы знаем, что как в прекрасный момент, когда человека избивали, садятся батарейки, либо отключается электричество, естественно. Но государство должно предпринять такие меры, это его позитивное обязательство. То есть государство должно не только не пытать кого-то, но и создать такие условия, в которых пытки не будут существовать, и в том числе любой случай, уже произошедший, будет надлежащим образом расследован и наказан. И следующим пунктом, очень важным, является то, что при рассмотрении уже дела в суде судьи должны задавать вопросы о том, применялись ли к человеку пытки для того, чтобы принудить к сдаче признательных показаний. И если человек заявляет об этом, то уголовное дело должно быть приостановлено до рассмотрения такой жалобы. И самое в этой ситуации меня, возмутительное для меня, то, что в так называемый национальный план по правам человека была включена рекомендация о том, что стоит рассмотреть целесообразность такой корректировки законодательства с тем, чтобы суды приостанавливали дело, потому что человек заявляет о том, что он признался под пыткой. И Верховный суд наш, белорусский, совместно с иными государственными органами пришел к выводу, что такие изменения нецелесообразны. Это просто вопиющая вещь, потому что это ставит под сомнение не только вопрос запрета пыток, но вообще вопрос справедливого судебного разбирательства. Потому что если доказательства были получены под пытками, они не могут быть использованы при вынесении приговора. Но по сути получается, что суды не считают нужным рассматривать такие жалобы, а воспринимать заявление о пытках как способ избежать наказания. Ну, это просто вопиющая ситуация. У нас ситуация комичная даже. То есть у нас бывает так, когда человек заявил о пытках на суде и писал жалобы до того, как вынесен был приговор, и приговор вступил в законную силу, а дело о жалобе, то, что его пытали в рамках этого расследуемого уголовного дела, о том, что от него добивались признательных показаний и оказывали какое-то давление, само по себе живет. То есть там уже человек осужденный отбывает в исправительной колонии наказание, а проверка еще проводится, потом отказывается в возбуждении уголовного дела. И хотелось бы отметить, что да, что государство должно сделать, оно хотя бы не должно не чинить препятствий. Например, у нас есть несколько случаев, когда государство чинило препятствия, когда человек уже сидит в исправительной колонии, представителю по доверенности ознакомиться с материалами проверки по пыткам. Естественно, человек, который сидит в исправительных колониях, не может это сделать объективно, пересмотрев все материалы, подготовиться юридически грамотно. Поэтому существует вопрос доверенности, когда он доверяет своему близкому родственнику, и начальник колонии заверяет эту доверенность, он с этой и представитель может совершать какие-то юридические действия. Так вот, из-за того, что в ВПК не прописана возможность этого человека ознакомиться с материалами проверки, Следственный комитет считает, что ему с проверкой знакомиться не надо. Несколько дел. Это у нас идет Наталья Люцков в Солигорске и Марина Евглевская в Минске. Вот последний кейс Марина Евглевская, когда просто женщине отказывали в Следственном комитете, и мы вынуждены были обратиться в суд, обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И суд, не видя никаких подоплек, просто разрешил отфотографировать эти материалы дела уже в суде.
Но до этого было 2 месяца обжалования, до этого была уплачена пошлина этой Марины Ивлевской, которая, ну, то есть, которая вынуждена была это сделать для того, чтобы ознакомиться всего лишь с материалами дела. Вот какая ситуация. То есть вроде бы и законодательством не запрещено, но и не разрешено. И государственные органы чинят препятствия для того, чтобы вот таким вот образом люди обжаловали, опять же, пытки. Ну вось зразумела, але ўсё ж такі што трэба зрабіць у турмах, да, там магчыма таксама відэаназірання паставіць, каб не было вось гэтых катаванняў. І ўвогуле чаму яны адбываюцца ў турмах? Вось за што там катуюць людзей? То бок пры расследаваннях я як бы магу у прынцыпе зразумець, каб выбіць паказанні, а ў турмах? Ну, в первую очередь, да, хотела бы еще вернуться немножко и сказать, что в первую очередь на высшем государственном уровне пытки должны быть осуждены кем-нибудь, президентом, министром внутренних дел. Генеральная прокуратура должна заявить, что пытки запрещены. И пытать людей – это нехорошо, это нарушение закона, это нарушение конвенции. Ну и во-вторых, если говорить непосредственно уже о исправительных учреждениях, то, соответственно, должен быть какой-то национальный превентивный механизм, куда бы человек не боялся обращаться с жалобой на действия там, администрации колонии. И этот механизм должен защищать этого человека от дальнейшего преследования за эти жалобы. Этот механизм должен позволять этой жалобе выйти из стен колонии, чтобы без какой-либо редакции и какой-либо цензуры. И этот механизм должен позволять объективно расследовать любую поступившую жалобу. Ну, а ў саміх турмах вось немагчыма нешта зрабіць, то бок каб проста супрацоўнікі, да, назірацелі, там яны проста не чынілі катаванні супраць людзей. Сложный вопрос. Хотя бы сделать минимальное, как в России. Общественные наблюдательные комиссии, которые которые могут без предварительного уведомления за неделю, как это у нас делается, из-за согласованием с администрацией посещать эти заведения, общаться наедине с осужденными, принимать от них жалобы, мониторить по своим анкетам, проводить мониторинг. То есть действительно опрашивать и беседовать, а не так, как у нас существуют общественные наблюдательные комиссии. Ну, дзякую вам вялікі, напэўна, ўжо будзем мы сканчаць. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры былі кіраўніца Цэнтра праваабарончага прававая ініцыятыва Вікторыя Фёдорова і юрыст гэтага цэнтра Сергей Устінаў. І мы вось абмяркоўвалі тыдзень супраць катаванняў, які пачнецца ў Мінску з 24 чэрвеня і працягнецца да 28 чэрвеня. Вось абавязкова глядзіце на нашым сайце, сачыце за мерапрыемствамі, якія будуць адбывацца, мы будзем сачыць за імі. Дзякуем вам вялікі і не пераключайцеся.